Прошло уже 2 года с того момента, как школы начали работать по новым учебным планам. 2 года. Много это или мало? В любом случае, критический период уже пройден. Национальные республики сегодня ищут новые пути для своего развития. Ведь никто не знает, что будет с родными языками в будущем. Возможно, какие-то из них переживут свое второе рождение, а какие-то и вовсе канут лету. И такой трагический сценарий вполне может случиться. За последние 2 года татарский язык как школьный предмет сменил не только свое название. Его изучение детьми теперь зависит от выбора и желаний родителей и от того, насколько сами родители ощущают этот язык родным. Нет итоговой аттестации, нет контрольных по грамматике, соответственно, нет проверок знаний. Но такие, казалось бы, вольготные условия в преподавании татарского языка породили новую проблему – проблему мотивации. Как обучать предмету, важность и значение которого теперь приходится снова доказывать учителям на уроках теперь уже родного языка. Почувствовали все, что предмет-то он убран из общей программы обязательных предметов. И статус языка поменял свой статус. То есть и учитель тоже должен теперь актуальность, востребованность поднимать теперь этого языка. Учитель татарского языка Лейсан Гараева верит, что в такой сложной ситуации ее коллеги, как и она сама, не опустят руки, а останутся верны делу всей своей жизни. Не исключено, что кто-то смирится с обстоятельствами и примет реальность такой, какая она есть. Но среди педагогического сообщества сегодня есть и такие, которые намерены идти до конца, отстаивая свои позиции аж в высшей судебной инстанции. Нам очень важно, чтобы все дети в нашей республике учили татарский язык и русский язык. Чтобы не было никогда ни для кого клеймом, что ты чуваш, ты татарин, ты еврей. Это очень плохое. Год тому назад единственный директор школы Павел Шмаков из единственного региона Татарстана в Верховном суде пытался защитить право присутствия государственных языков национальных регионов в обязательной школьной программе. Павел Шмаков до сих пор уверен, что изучение государственных языков национальных республик – это обязанность каждого жителя этой республики, так как языки коренных народов имеют статус второго после русского государственного языка. По закону они являются языками общения и образования, но их преподавание в школе, во ВГОСах, общеобразовательных государственных стандартах не оговорено. Верховный суд не удовлетворил жалобу истца. В августе этого года Павел Шмаков это дело передал уже в Европейский суд по правам человека. Devlet dili var iken ol devlet dili mecburi revişte okudurga tiyиш. Республикада бар милләтенә карасаң бар кеше келе, бар балалар келе. Вновь избранные депутаты обновленного состава Госсовета Татарстана делают свое первое заявление. Первое заседание комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам еще только в планах. Но народные избранники уже готовы озвучить свои предложения, многие из которых оставались до сих пор нерешенными. Кайберәүләр менә һич югы кухня телен саклап калыйк дип, өйдә бит татарча сөйләшмиләр. Бу әлбәттә өйдә татарча сөйләшергә кирәк, кухняда да шулай, аш бүлмәсендә дә. Ләкин бу бит юл түгел. Кухня теле белән әдәби әсәрләр язып булмый. Анда шагыйрьләр дә тумаячак, галимнәр дә тумаячак, актерлар да тумаячак. Димәк, милли кадрлар юкка чыгачак бездә. Шуңа күрә син дөрес әйттең, ул педагогика институты айрым мөстәкыйль бер югары уку йорты барга тиеш. Этот период двухгодичного кризиса стал временем для серьезных размышлений. Более того, именно этот кризис стал поводом для того, чтобы сплотить желания и возможности, чтобы создать новые условия для развития этой самой мотивации в изучении татарского, которой лишаются сегодня школы. Крупные российские и международные компании из различных сфер бизнеса свои проекты презентуют на татарском. Такие элементарные, казалось бы, фразы на языке коренного народа становятся частью маркетинговых ходов. Я думаю, что вот этот перелом произошел, и в головах людей произошел перелом, и постепенно, я думаю, этот интерес будет расти. Главное не перегнуть палку, насильно не заставлять кого-то. Это должно быть все естественно, люди должны быть заинтересованы. И здесь нельзя директивными методами только обойтись.
Эта фотография облетела все социальные сети. Впервые для записи на курсы татарского языка в Казани выстроилась огромная очередь. На одном из республиканских каналов стартовал цикл телеуроков от всемирно известного полиглота Дмитрия Петрова. Преподаватель Московского лингвистического университета предлагает краткий курс татарского языка по его собственной уникальной методике. И что самое удивительное, первый урок, который был выложен в интернете, посмотрели свыше 20 тысяч человек, что только подчеркивает востребованность в знаниях татарского языка. Создание полилингвальной образовательной сети с детскими садами и школами – это также оригинальная татарстанская идея, которую сегодня продвигает государственный советник Республики Минтимир Шаймиев и поддерживает президент Татарстана Рустам Минниханов. На днях госсоветник посетил строительную площадку, где уже возведен каркас первой полилингвальной школы, рассчитанной на 1226 мест. О значимости нового проекта и создании новых условий для развития родных и государственных языков республики говорил в своем послании и президент Татарстана Рустам Минниханов. Серьезной задачей остается создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков, народов и государственных языков Республики Татарстан. Важным проектом стала инициатива Минтимира Шаймиева по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов. Сегодня на многих площадках идут обсуждения будущей стратегии развития татарского народа. Как развивать язык и культуру, не потерять связь с прошлым, что передать будущему поколению, как сохранить свою идентичность в условиях глобализации. В большинстве своем люди хотели бы разговаривать на этом языке, но у них нет языковой аудитории. Это первое. Второе, конечно же, хотелось бы, чтобы наши руководители и сами больше общались на языке матери. Вы знаете, есть мудрая пословица: нет родного языка, нет и нации. С потерей языка мы теряем национальную идентичность. Я считаю, что национальный язык, как казанский, так и крымский татар, должен преподаваться в обязательном порядке и входить в учебную программу общеобразовательных школ. Мне кажется, необходимо разработать программу, государственную программу, общетатарскую программу создания в местах компактного проживания татар по всей России, национальных татарских общественно-культурных центров. Прежде всего, самосознание. Сама личность определяет, в каких пределах ей существовать, что для нее важно на том или ином этапе. Наверное, вот это то, что сохраняется внутри себя, на чем воспитывается в детстве. Ведь очень важно это сохранять в детях и воспитывать. В России из 85 равноправных субъектов 22 – это национальные регионы. Они занимают почти треть фактической территории, где проживает 20% населения страны. Многоликая Россия. Всероссийский журналистский конкурс с таким многозначительным названием на этой неделе проходил в Казани. Среди конкурсантов были представители разных национальных регионов. У каждого из них свой язык, своя культура, но все они говорят об одном – о мире и согласии в большой многонациональной стране, в многоликой России, где достоянием является наследие ее народов. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.